Для согласования кандидатуры Беслана Бигвава на должность главы администрации Ачимчирского района собрались все 32 депутата районного собрания. Перед началом голосования депутаты задавали Беслану Бигвава вопросы о планах и перспективах развития района. Одна из насущных тем – готовность района к приближающемуся летнему сезону. Как известно, туристический сектор здесь развит слабо. Кроме того, район не может похвастаться высоким сервисом и разнообразным досугом. Мы чем можем привлечь? Каким-нибудь экотуризмом. То есть продукты, питание. Вот здесь на площади, например, каждое второе воскресенье или 2 раза в месяц организовывают эти ярмарки. Но помимо того, чтобы там продавались какие-то продукты качественные, там мед, вино, что бы мы ни имели, еще какие-нибудь колоритно, нашего абхазского колорита, что касается. Но эта тема интересная, русские приедут, отдыхающие, это нам самим будет интересно. А если там озеро Рица может своим озером привлечь, там Новоафонская пещера пещерой, поставить упор, например, на вот такую ярмарку, на летний сезон, на летний период, это же идея, ее же там много денег не нужно, поставить прилавки, огородить и вот как бы это реализовать. Если есть какие-то дополнительные предложения, конечно, можем и это рассмотреть. Также на совещании обсуждалась проблема сбыта меда частными производителями. Многие абхазские пчеловоды не могут реализовать свою продукцию как в республике, так и за ее пределами. У нас до сих пор нету дорожной карты. Что такое дорожная карта, вы все прекрасно понимаете. Должна быть эта лаборатория, это все сертифицироваться, должна быть налажена на границе эта ситуация, там какой-то налог взиматься, и дальше кто будет там приемкой заниматься этого меда. Вот это и есть дорожная карта, чтобы от А до Я человек понимал свою собираемость меда и куда он ее сдаст. Но чем лучше, например, производители меда от производителей мандарин или кукурузы? У всех же такая проблема стоит. Сегодня выйти на рынок России, Корбеевич, чтобы выйти на рынок России с медом, там у них свои проблемы. Там у них алтайский мед, башкирский мед, уральский мед. Они не могут победить китайцев, потому что китайцы делают искусственный мед. Это знаем мы, абхазцы, что у нас хороший, качественный мед. Но мир-то об этом не знает, что у нас там мед какой-то там сумасшедший или что. Это нужна какая-то реклама, это должна быть специальная политика. На вопрос депутатов о кадровых перестановках Беслан Бигвава ответил, что в работе руководствуется исключительно профессиональными качествами сотрудников. Я не работаю по принципу «это мой сторонник, а тот не мой сторонник». Я работаю по принципу профессионализма. Если он достойный, порядочный человек, и который справляется со своей работой, вот это вот самый основной принцип, его профессиональные качества. И я никогда не сидел и не шушукался, и не занимался сплетнями. И если кто-то мне думает, я это всем сразу объявляю. Если кто-то будет думать, что он будет жужжать мне в уши и говорить, вот этого убери, этот плохой, этот наш, а этот не наш, этого не будет однозначно. На совещании также обсуждались проблемы экологии района, касающиеся работы рыбоперерабатывающих заводов, а также проблемы утилизации угольных отходов. После долгих обсуждений депутаты приступили к голосованию, в результате которого кандидатура Беслана Бигвава была единогласно утверждена. Глава Ачимчирского района поблагодарил коллег за оказанное доверие и обещал приложить все силы для достижения поставленных целей. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.